когда вы смотрите латинский язык и обнаруживаете там слово «звезда», «стелла», немецкое «штерн», французское «этуаль», когда-то «эстуаль», то есть там выпало «с», английское «star», вы должны понимать, что осетинское «шталы» — это не совпадение. Это опять же разные развития в течение 3-4 тысяч лет, которые произошли с момента расхождения этих языков. Они просто понемножку, по-разному видоизменились. Но это не совпадение, это отражение античной, древней общности этих слов, которые восходят к одному и тому же индоевропейскому слову. Скифский ареал в конце 2-го тысячелетия до нашей эры до середины 1-го тысячелетия до нашей эры простирался от Северного Причерноморья через Среднюю Азию до территории Китая. Это был скифо-сакский ареал, где говорили на определенном конкретном языке, возможно, наверняка имевшем определенные диалектные расхождения, но тем не менее, который можно идентифицировать как скифский, древний скифский язык. И вот эта смесь когда-то единого скифского языка, но разошедшегося на диалекты европейский и азиатский, которые вновь объединились после возвращения азиатских скифов на причерноморскую территорию, и дала первый толчок к зарождению будущего осетинского языка. Вот эта смесь азиатско-скифского и европейского скифского языков – это первый компонент в фундаменте будущего осетинского языка. Многие исследователи считают, что аланы оказали ощутимое влияние на военную культуру Западной Европы, а исследователи мифологии и традиционных культур западноевропейских народов также считают, что ощутимо, видимо влияние, скажем, индо-иранской культуры, которую на Запад могли принести только аланы, в эпических циклах кельтских, германских, романских народов. В частности, большинство исследователей связывает легенду о короле Артуре с влиянием конкретного исторического персонажа, алано-сарматского вождя, и легенда, и вся история о круглом столе короля Артура, о Камелоте и так далее в значительной степени может быть связана как раз с индо-иранской мифологией, которую, еще раз повторяю, на Запад могли принести только аланы. Кстати говоря, такое же влияние предполагается и на Востоке. Как я уже сказал, в период середины 1-го тысячелетия до нашей эры, в то время, когда азиатские скифы, асы, проживали на Восточном Туркестане, на границах Китая, могло быть произведено заимствование из скифо-асской культуры в культуры народов Дальнего Востока. Например, японский исследователь Ацухита Йосида написал специальную работу, в которой предполагает, что скифская, сарматская культура проникла в мифологию Кореи, корейского народа. А на следующем этапе, когда корейская династия воцарилась в Японии, и, соответственно, корейская культура нашла себе
еще одну точку приложения, то есть при дворе японского императора практиковалась и культивировалась именно корейская культура, то это влияние перешло и в Японию. Конкретно Ацухито Йосида предполагает, что и фигура, и культ японского божества, божества японского синтоизма, Аматерасу, великой речной богини или богини вод, хотя в других одновременно она является и богиней солнца, по мнению Ацухито Йосиды, может быть отражением влияния древнескифской мифологии, в частности, сам образ и имя являются отображением скифа сармата осетинской дзерасы. Японская Аматерасу, по мнению Ацухито Йосиды, которая, как я уже сказал, является богиней речной стихии, водной стихии, может быть аналогом, но не просто совпадением, а результатом влияния образа и имени скифской дзерасы, которая, как известно, тоже является дочерью Донбеттера, то есть бога вод. Вернемся в Средневековье. Таким образом, еще раз напомню, что значительная часть аланского народонаселения была утрачена аланским народом в результате переселения этих частей в Западную Европу и последующего растворения в европейской среде. С другой стороны, аланы, проживавшие на территории Северного Кавказа, не могли не испытывать влияния соседних народов или народов, вместе с которыми они жили. Естественно, что это не была чисто однородная и в языковом, и в культурном отношении среда. Здесь не было чисто иранского языка и иранской культуры, несмотря на доминирование алан. Здесь продолжали жить многочисленные адыгские, вайнахские, дагестанские народы. В период существования аланского государства, период расцвета которого относится к 8-10 векам, в состав этого аланского царства, естественно, входили не только этнические аланы, асы, но входили и другие племена, и другие народы, вайнахские, возможно, часть дагестанских, адыгские, тюркские народы, которые проживали на территории этого аланского царства. В каком-то смысле наследниками аланского государства можно считать не только современных осетин, но и те народы, которые жили на территории средневекового аланского государства. Но если говорить о наследниках аланской культуры, то, конечно, речь может идти только об осетинах, потому что только осетины сохранили исконный иранский по происхождению язык и культуру аланского народа. И попытки спекулировать на этой теме и утверждать о том, что аланы были тюркоязычны, аланы были нахоязычны, вайнахоязычны, они беспочвенны и безосновательны. Да, я убежден, что часть современных балкарцев, карачаевцев, возможно, адыгов, возможно, вайнахов являются и этническими, то есть по крови, потомками ираноязычных алан, но перешедших на другой язык и другую культуру. Безусловно, в формировании и осетинского народа принимал участие не только, собственно, иранский аланский компонент. Аланы наверняка смешивались с другими народами, проживавшими в Аланском царстве и на территории Алании. Эти межплеменные браки наверняка существовали. Аланский язык, иранский по своему происхождению, в этот период испытал очень мощное влияние, сам оказал очень сильное
влияние на другие кавказские языки или языки Кавказа. И сегодня анализ показывает наличие сотен тысяч слов, безусловно, иранского происхождения, безусловно, пришедших через осетинский язык, и в адыгских, в кабардинском, в кабардино-черкесском, в тюркских, то есть балкаро-карачаевском, в карачаево-балкарском, в вайнахских языках. И если мы сегодня обнаруживаем, что в ингушском языке море звучит как форд, это не исконное вайнахское слово, это слово, происходящее из осетинского языка. Как известно, в осетинском языке в иронском фурд, в дегорском форд, это древнее индоевропейское слово, которое означает большую реку, море. И вот норвежское фьорд, фьорды, да, вот в Норвегии, это слово того же происхождения. В чеченском, где нет звука «ф», море звучит «хёрд». То есть вместо «ф» они просто употребляют звук «х». Таким образом, и в чеченском море называется словом, заимствованным из осетинского языка. И если еще в начале 20 века в русско-ингушском словаре для русского слова «пастух» приводится два ингушских слова. Одно из них собственно ингушское, а другое звучит как «гоккас», то есть абсолютно по-дегорски. Вот такие заимствования можно приводить сотнями, даже тысячами. При этом, еще раз подчеркиваю, анализ структуры и грамматики, и лексики, и даже синтаксиса осетинского языка, в свою очередь, отражают те влияния, которые на осетинский язык, на аланский язык Средневековья оказали эти языки окружения. И в осетинском языке прослеживается влияние и грузинского, и вайнахских, и тюркских, то есть карачаево-балкарского, и адыгских языков. Это был процесс взаимного влияния. Почти 1000 лет, до 12-13 веков, развитие Алании, аланского государства шло динамично. Это было одно из мощнейших государств региона. Конкуренцию ему составляла только Хазария. И Алания была вполне конкурентоспособна даже по сравнению с Византией. Но, к сожалению, в XIII веке наступил период коллапса и упадка. Это было связано с приходом и завоеваниями монголо-татар. Аланские войска были разгромлены, аланское государство перестало существовать, хотя была попытка его возродить уже в Закавказье, и этот исторический подвиг связан с именем одного из царей династии Царазонта, это Ус-Багатар. К сожалению, аланское государство, просуществовавшее в Закавказье несколько десятков лет, впоследствии перестало существовать. Окончательный удар по аланам нанес в конце XIV века эмир Бухары Тимур Тамерлан, который, в отличие от монголо-татар, не просто разбил войска алан, но истребил практически все население Алании. Выжег огнем и изрубил мечом. И это тот период, который в исторической памяти осетинского народа отмечен легендой об Аланской Нана или Задалеске Нана. Как известно, это предание гласит о том, что остатки аланского народа, его молодежь, детей спасла некая женщина, которая вывела их из-под ударов врага и таким образом сохранила генофонд и язык аланского народа, на базе которого смог возродиться потом осетинский этнос. Последующие 3 века
то есть 15, 16, 17 века — это темные века осетинской истории. Мы практически ничего не знаем об этом периоде, потому что, к сожалению, собственная письменность у нас не сохранилась. Она у нас существовала в Средневековье, как известно, сохранился ряд памятников осетинского языка в греческой графике. Естественно, в условиях, когда остатки аланского народа были вынуждены укрываться в высокогорьях Центрального Кавказа, укрепившись на неприступных скалах, горных ущельях, практически не контактируя с внешним миром. И хотя в этот период здесь достаточно активно мигрировали всякого рода путешественники, осваивали эту территорию другие племена, в частности адыгские, упоминаний о наших предках в период с 15 по 17 век практически не сохранилось иноязычных или иностранных заморских аналах и хрониках. Можно предположить, что именно в этот период могло возникнуть диалектное расхождение в осетинском языке. Дело в том, что для возникновения диалектов в каждом языке необходимы соответствующие условия. Как правило, их бывает два. Первое условие — это когда контактированию разных частей одного народа мешают политические границы. Например, в армянском языке есть два диалекта — восточный и западный. Эти два диалекта возникли в силу того, что часть армянского народа живет в собственной Армении, а значительная часть армян живет в Турции. Соответственно, вот наличие политической границы между этими частями армянского народа привело к формированию двух диалектов армянского языка. Для формирования глубоких диалектных различий в аланском языке в период существования Аланского царства причин и поводов не было. Не было политической границы между разными группами аланского народа, и не было второго фактора — географического или климатического, то есть когда части одного народа имеют между собой непреодолимые географические препятствия в виде каких-то гор, морей, глубоких рек, которые мешают контактировать разным частям одного и того же народа. Поэтому в период существования Аланского царства трудно найти причины, по которым можно было бы объяснить существование диалектов, или, по крайней мере, глубоких диалектных различий в аланском языке. Наверняка какие-то различия были в разных частях, но они не могли быть принципиальными. А вот в тот период, который я назвал темными веками в истории осетинского народа, то есть 15-17 века, такие различия, такие расхождения могли углубиться и привести к формированию диалектных различий. Дело в том, что в этот период действительно было затруднено общение, например, западной части аланского осетинского массива, укрывшегося в горах, в Дегорском ущелье, с восточной частью алано-осетинского народа, который нашел убежище в Даргавском или Куртатинском ущелье, или тем более за перевалом в горах Южной Осетии. Более того, анализ, проведенный и отечественными, и зарубежными исследователями, показывает, что большинство диалектных различий, которые существуют между иронским и дегорским диалектами, они возникли относительно недавно. И некоторые из них, даже, скажем так, большую часть из этих различий между иронским и дегорским диалектом можно даже отследить по тем текстам на осетинском языке, которые появились в течение последних 2 веков. Такое показательное расхождение между иронским и дегорским, которое проявляется в согласных в дегорском «к» и в иронском «ч», допустим, кермен, чермен, или между г и дж, дегорское гедиген и иронское джетчен, или дегорское кере, иронское чири. То есть вот эти расхождения между к, дегорское к, иронское ч, дегорское к,
иронское Ч, дегорское Г, иронское Дж, они возникли только в конце 18-го, начале 19 века. Это легко доказать. Ближайшее с запада село к городу Владикавказу называется по-русски Гизель, а по-осетински Джижел. Почему? То есть, если оно по-осетински называется Джижел, то почему оно по-русски не называется Жижел, а называется Гизель? Потому что слово-то, это само название от реки села, село возникло относительно недавно, от реки Гюзель, Гизель, Гюзель, тюркское название. Когда русские писари, русские топографы пришли в Осетию в конце 18 века, и составляя карты, они спрашивали местных переводчиков или местных жителей, как называется эта местность. Если бы они им говорили «Джижел», они бы так его и записали по-русски. Если они его записали по-русски «Гизель», то это означает только то, что и в иронском тогда еще «г» не перешло в «дж». И в иронском тоже звучало как «г». Высокогорное село в Алагирском ущелье, в глубине Алагирского ущелья, по-остински называется Сгид, да? Верхний Сгид, а по-остински Сжед. То есть, опять же, демонстрирует, что в период, когда присваивались русские наименования, русскоязычные наименования населенных пунктов Осетии, «г» в иронском еще не перешло в «дж». Это видно и на примере фамилий. Русские писари, чиновники, записали потомков Гио, Георгия, сокращенно Гио, в Северной Осетии, куда они пришли в конце XVIII века, как Геоевых. Да? А когда уже в начале XIX века они пришли в Южную Осетию, те же Геоевы, которые там были, уже у них «г» перешло в «дж». И Геоевы были уже Джиоевыми, были записаны как Джиоевы. Таким образом, формирование диалектов осетинского языка – это результат трехвекового раздельного, изолированного проживания разных частей осетинского народа в разных ущельях Центрального Кавказа и испытавших влияние разных контактных языков. На западную группу осетинского народа, то есть на тех, которые жили в Дегорском ущелье, большее влияние и в этот, и в последующие периоды, то есть 18-19 века, оказали адыгские и тюркские языки, то есть языки балкарцев и кабардинцев, с которыми они контактировали и жили бок о бок. На южных осетин, то есть живших за перевалом, большее влияние, естественно, никакого практически влияния, конечно, не могли оказать напрямую балкарцы и кабардинцы, но большее влияние оказывали картвельские народы, проживающие на границах этого ареала. На восточных алан, осетин этого периода большее влияние оказывали вайнахские языки. Таким образом, сложилось диалектное различие в нашем языке. Это различие возникло не только на уровне языка, оно проникло даже в психологию народа.